Здравствуй, старый воробей. Молодому воробью. Врач говорит так. Скоро начнутся жары, надо будет уезжать из Ялты. А как в таком виде поедешь? Май 1917 год. Ялта. Максим! Дядя Максим! Про комарика с усатым твариком расскажите сказочку. Костусь. Добрый день. Зайди, пожалуйста. Да я же не Костусь, я Костя. Заходи, заходи. А вы все пишете? Сказки белорусские свои. Пишу. Белорусские. Букварь вот составляю. Для таких, как ты, хлопчиков. Там, в моей Беларуси. Нынче я тебя попрошу сделать мне одолжение. А сказочку расскажете? Ту про комарика. Сперва выслушай, о чем тебя попрошу. Снеси письмо на почту господину Веклову. Заказное. Ага, заказное. Важное выходит. Очень важно. Я мигом, дядя Максим. И нашелся мушененок. А как дальше, дядя Максим, после мушененка? Мушаненок некий малый, что звонил таки не кепско у цимбалы. Ловко коники у скоках вытекали, у гору стрыбали, звонко подпевали. Комары скакать выракаются, ноги долгие поломаются. Комары скакать выракаются, ноги долгие поломаются.
Добрый вечер. Добрый вечер. Земляника. Суницы. Земляника в мае. В лазарет принесли раненым, я попросила для... Я больный, бескрылатый поэт. Земляника для меня сейчас как привет родного края. Ой, рано, Ивана. Вам, Максим Адамович, необходимо отдохнуть. От всего, от газет, от стихов. Просто поспать как следует. Ложитесь в постель. Да нет, я посижу в кресле. Поближе к столу. Вот какое дело, Сусанна Алексеевна. Да-да. На Медне отправил я на почту Костю. Привязался он к вам, покою не дает. Славный мальчуган. Так вот, на почту он снес заказное письмо на имя Адама Юрьевича. Отца, значит, вашего. Совершенно верно. Надо навернуть письмо. Поди господин Веклов не торопился. Ну, кто в такую непогодь почту в горы отправляет? Ладно, я утром сбегаю и все непременно верну. Спасибо. А вы, Максим Адамович, заснули. Сон, ей-богу, первый помощник нашему недугу. Ну-ка. Вот так. Вот плед. Согреетесь. Благодарю вас. Крым, 15-й год.
Прошу. Думаю, господин разрешит великодушно. О, у вас, кажется, газета «Голос». Да. Вы, случайно, не из Ярославля? Простите великодушно, сударь, моего брата за бесцеремонность в обращении. Позвольте представить вам этого неисправимого газеточия. Илья Николаевич Тарусин, экономист. Моя сестра Вероника Николаевна. Богданович Максим Адамович. Поляк. Белорус. Ну, мы с вами земляки. Присядь. Тарусины родом из украинского Полесья. Ты не помнишь об этом, Нике? А? Ага. Удивительная женщина. И это имя Ники. Кто она? Вот здесь в «Голосе» публикуются заметки о журнале «Национальные проблемы». Да, любопытно. Весьма любопытно, знаете ли. У вас не найдется этого журнала случаем? Кажется, 2 выпуска я привез сюда. Уважаемый Максим Адамович. Максим Адамович, не забудьте завтра взять их с собой. Премного обяжете. Национальные проблемы нынче так связаны с экономическим. Разумеется. Странное ощущение вызывает Крым. Где-нибудь в Москве или Вологде он представляется югом. Нам, северянам, кажется, что здесь сплошные райские кущи да соловьиные трели. Сплошная музыка радости. А приедешь сюда, и снова те же разговоры. Военные действия в Галиции, экономические проблемы, национальный вопрос. Не дает покоя одна мысль, Богданович. Я уверена, что вы сочинитель. Ради бога, не хмурьтесь. В самом благородном смысле сочинитель. Такие натуры склонны к писанию стихотворений. Ваши душевные струны настроены на какой-то загадочный лад. Вы поэт. Вы поэт? Я? Вы, Богданович. Разве что на досуге. Иногда. Поэт не может писать на досуге или иногда. Поэт ведь это такая организация мыслей и нервов. Кажется, я выразилась в манере брата. Поете, подхватив стоны плаксивого Надсона или восторги Бальмонта. Сострадательное что-нибудь с налетом мистики. На чистейшем великорусском языке. По-белорусски. Есть такой народ. Белорусы. Вы так произнесли, будто назвали какое-то туземное племя. Да. Туземное племя.
Народ, белорусский народ, ты темный, слепый быццам крот. Тобою всюди похарджали, тебя не пушчали з ярма, и душу твою обокрали. У ёй нават мовы няма. Простите меня, Богданович. Я не хотела вас обидеть. Да весь славянский мир благодарен вашему ускорению. И ваш Калиновский – гордость революционеров. А вот вы назвали Калиновского гордостью революционеров. Стало быть, и сами? Как вам сказать, Богданович? В Италии вот так однажды на Капри Алексей Максимович Горький сказал: русский писатель, коли он совестлив, не революционером быть не может. Речь идет о человеческих убеждениях. Надеюсь, вы наслышаны о Горьком? Да, наслышан. Мой отец во второй раз был женат на родной сестре Екатерины Павловны Пешковой, жены Горького. Да? Богданович. Простите великодушно, Богданович. Допоздна вчера засиделась. Илья дал мне перевод с французского. Архитрудный. Изморала кипу бумаги. А завтра вы свободны? К сожалению, нет. Предстоит поездка в Старый Крым. Сударыня, могу я засвидетельствовать свой безумный восторг ехать в таком галантном обществе? И вам, господин студент. Не подумайте, господин студент, я тоже был человек. Служил телеграфистом в Ялте. Это не дешевка, я вам скажу. Я принимал депеши от самого Немировича Данченко, самому господину А.П. Чехову. Да, и скажу совершенно секретно, от госпожи Книпер тоже.
на дальнюю Аудскую улицу. Кто ее теперь не знает? Аудская – собственный дом доктора Чехова. Доктора. Я же знаю, он любил собак и кормил их за гонорар от Вишневого сада. Но подтвердите, господин студент. Да, я тогда знал, кто, где, кому и почему. Надоело, занялся коммерцией. А почему бы и нет? Камевояжер от самого господина Стамболли. Лестный и почетный. Ну, правда сказать, крутишься, как белка в Никитском. То в Одессу, то в Варшаву, то в Нижний на ярмарку, а то и в стольный град Питер. Я знаю свет, чтобы вам было известно. Ваша милость, не прогневайтесь на служивого. Курить позволите? Ради бога, господа, курите. А мне, наша очаровательная спутница, позвольте выпить этого удивительнейшей мальвазия, черт бы меня побрал. За вас, сударыня. Впереди какое-то происшествие. Пардон? И наш говорун уже там. А вы, господин студент, алло, с ним спора не затеваете? Да, Богданович, не мешайте этому господину выговориться. Иллюзион прогресс. И за этот прогресс кричат репортеры. А мы имеем коня и овес. И на этом коне обгоняем их хваленый автобус, омнибус. Поехали! Богданович, мы так до вечера не доберемся на место. Я восхищен, Вероника Николаевна. Вы так ловко провели этого камевояжера от Стамболи. Благодарю за комплимент. Давайте сюда коробку. Вот так. А теперь разбирайтесь сами. Устали? А я научилась в Швейцарии лазать по горам без устали. Вы жили в Швейцарии? Дайте мне слово, Богданович, что вы не будете расспрашивать меня ни о чем. Пусть это будет моей маленькой причудой. Видите ли, дорогой Богданович, дорогой Богданович, дорогой Богданович, дорогой Богданович, дорогой Богданович. От Кисельташа. Верст 12 отсюда. Там монастырь постареет тутошнего. 1000 лет ему кажется. Потолкуйте с земляком, Богданович. А я пойду схожу к ручью.
Не сопровождайте меня, пожалуйста. Иногда бывает так, нужно человеку побыть в отрешении от всего мира. Не обращайте внимания на мои причуды. Ибо настроение у меня сегодня, ну, просто не бывало. Но после того, как царь, государь-император землю крестьянам отписал, да волю возвестил, паны сильно хвостом завертели. Ну, начали мы, служивые, которые побойчее, петуха красного пускать, маёнки их полить. За Костусем пошли, за Калиновским по правду свою мужицкую. А громадное войско собралось тогда под его штандартом. Да против обученной этой царской армии не устояли. Растрепали нас, а Калиновского самовоза, мужика праведного, и по гроб жизни крестьянину верного на шибеницу муравьев сдернул. Да. Табачком, может, побалуешься? Не курю. Врачи запретили курить. В Крым отпослали. Ну а вы, Апанас Иванович, как вы оказались тут? А мне ногу тогда повредило. Отряд наш под Вилейкой расширили. Ну, я и остался при дороге, что пень. Подобрали меня сердобольные, выходили. А мужики, осенившие меня крестом, и в путь выправили. Шагай, говорит, от избы к избе, Христовым именем подаяние проси. Вот я и добрел до этих крестов. Воздух мне тутошний понравился. Ну, я и век-то свой и доживаю. Бобылем. А в Царевом-то Куте была у меня девка. Марылька. Очи у нее. Очень ясные, как у Вероники вашей. Вот не брешу, вот те крест. Хотите, я вам нашу белорусскую байку прочитаю? Уважьте, у вас, Максим Адамович, давненько я родной-то речи не слыхивал. Як Базыль у походе канал, усё сторонку свою вспоминал. Вы прощайте, прощайте, шнуры, вы прощайте, негараные, мне вас более уже не горать, буйным збожжем на зары не засявать. Не побачу я тебе, темный луг, поле чистое, раздольное. Уже не придется более ходить, мне зеленой травы не косить. Не косить, не ходить. Не, откосил я. Расстаюсь я с тобой, ширый бор,
пуща темная, драмучая. Мне твой шум уже боли не чувать, мне высоких сосон не рубать. Ничего, ничего, Ах, правда. прощай ты, семейка моя, вы прощайте, товарищи. Уже не придется до сердца тулить, посидеть, пожартовать, погомонить. Гей, шалом тебе, шалом, Беларусь, уся стороночка бездольная, не забыл твой сын своей мати, за тебе у земли ему лежать. Правда твоя, Максиме. И вся стороночка бездольная. Прийде час, Апанас Иванович. Беларусь, твой народ дочакаецца золотистого ясного дня. Погляди, як усход разгораецца, кольки у хмарках залетных огня. Ой, порушишь ты мое сердце, Максиме, Максиме. Бы сынка родного послухал я тебя, а вот на душе нечто заспевала, поверишь ли. А вот и Вероника возвращается. Пойду бульбу вам приготовлю. Беларусь, твой народ дочекается. Это, Богданович, ваши стихи? Нет, не отмалчивайтесь, ради Бога. Я догадалась. Удивительное свойство поэзии соединять. Не правда ли, Богданович? Вероника Николаевна, ваша жизнь часто бывает в опасности. Всегда, Богданович, изо дня в день. Ну да полно об этом. І перед високою красою, увесь зачарований ёй, склонился я душой моей, натхненной, радостной такой, а в сердце хорошо было. Там запалилось тепло. Калісь глядзеў на сонца я, мне сонца асляпіла вочы. Ды што мне цемень вечнай ночы, калісь глядзеў на сонца я.
Молодые годы, молодые жадання, ні жуды, ні нуды, толькі шчасце кахання. Помніш толькі красу, милый тварык дзявочы, залатую косу, синяватыя вочы, цёмны сад, виноград, цвет бяленькі вішнёвы і агністы пагляд, і гарачыя словы. Будь жа век малады, поўны светлымі днямі, пролятайте гады с золотыми огнями. Добрий ранець. Добрий ранець, Максим Афанасій Адамович. Добрий ранець. А ти дихай, Максиме, дихай, глибше. Тутошний воздух лекарь. Враг все хвороби из грудей выдувает. А я, Максим Адамович, тебе подарочек сооружил. Уж не прогневайся на старика, прими. Так колпачок для свечи. Ты, наверное, полуношничаешь, когда свои байки да стихи на потерку записываешь. Ну так ты колпачком-то свечу и прикрывай. Спасибо. Очень береги. Спасибо, Афанасий Иванович, спасибо. Ну, ты тут дыхай. Доброе утро. С сегодняшнего дня я зовусь Ольгой Дмитриевной Людомирцевой. Спасибо, Афанасий Иванович. Ну вот и все. Не провожайте меня. Ну, разве что до ручья. Мне доўгае расстанне з вами чарней ад вашых чорных кос. Чаму ж нядобры час прынёс мне доўгае расстанне з вами? Так надо, Максим Адамович. Мне нельзя медлить, меня ждут. Мы встретимся. Я верю, мы непременно встретимся. Поверьте и вы. Нас объединяет общее дело — борьба. Хочу верить, мы встретимся по одну сторону баррикад. Я непременно приеду в Беларусь. Максим Адамович, письмо, как вами было велено, почта задержала.
Спасибо. Добрейшая, Сусанна Алексеевна. Ежели что-нибудь со мной, что-нибудь. Куда же? Я сейчас. Я сейчас. Здравствуй, старый воробей. Молодому воробью плохо. Да, старый воробей. Кажется, твой сын покидает на земле только один след. Книжку. В краине светлой, где я умираю, у белом доме для синей бухты, я не самотный. Я книгу маю з друкарні пана Мартина Кухти. Домой бы сейчас. Доброе утро, дядя Максим. Доброе утро, дядя Максим. Уже утро настало. Уже солнце затмило все звезды в небе. Костя, открой окно, пожалуйста. Дядя Максим, а над горой Авиндой большая звезда еще горит. Тетя Сузанна говорит, Венерой зовется та звезда. Чудное имя. И светит даже при солнце. Я видел эту звезду. Высокой. Да-да, высокой. Зоркая Венера взошла над землей. Светлые загадки с собой привела. Дядя Максим! Землю
заглядаться в небо ночное и зорку шукал, тихим каханьем к тебе разгораться, с этой поры я почал. Тихим каханьем к тебе разгораться, с этой поры я почал. В далеким краю я нудится, в сердце любовь затаивши свою. Важную ночку на зорку девица, люблю в далеким краю. Важную ночку на зорку девица, буду в далеким краю. Глянет жира